Теперь стать членом общественной палаты можно только с 30 лет. Раньше возрастной ценз начинался с 21 года. Кроме того, согласно принятым изменениям, политические партии не смогут представлять свои кандидатуры. Связано, по нашему мнению, это с тем, во-первых, есть мировая практика. Члены общественной палаты должны быть, прежде всего, представители организаций, союзов, писателей, творческих союзов, союз художников, союз писателей и так далее, союз интеллигенции. И должны быть, прежде всего, равноудаленные, должны быть от политики. Мы знаем, везде у нас общество вообще очень сильно политизировано на всех площадках, везде, поэтому мы для равноудаленности, общественной палаты, мы решили, что партии не имеют права представлять кандидатов в члены общественной палаты. Изменения коснулись и статьи об организации общественного диалога между гражданским обществом и представителями органов государственной власти, а также местного самоуправления. Эта норма расписана по пунктам. Раз в 3 месяца общественная палата инициирует гражданский диалог с привлечением представителей власти, с представителями общественных организаций, гражданским обществом, всех наших граждан, которые так или иначе хотели в этом поучаствовать, и обеспечивает канал, через который какие-то инициативы, мнения граждан могут быть донесены, структурированы до власти. Такую площадку будет предоставлять общественная палата. И нам кажется, это очень важно, потому что и власти будет в целом важно, когда будет мнение граждан доносить. И проблемы какие-то поможет выявить, актуальные вопросы, которые существуют в нашем обществе. Изменилась и процедура формирования состава членов общественной палаты. Теперь избранные кандидаты от городов и районов автоматически становятся членами палаты без утверждения другими органами. 35 членов общественной палаты, эта цифра остается. Из них, получается, 13 кандидатов представляет президент, это так называемая президентская квота. 11 человек представляют районные и городские собрания, и 11 человек – это, представители общественных организаций, которые будут тоже направляться там и будут проходить голосование. Первый этап, получается, президент направляет 13, членов общественной палаты, потом городские районные собрания 11. Кстати, хотелось бы отметить, что раньше городские районные собрания, они направляли кандидатов в члены общественной палаты. На сегодняшний день мы сделали изменения в законодательстве и дали им возможность направлять уже готовых, выбирать у себя членов общественной палаты голосованием внутри у себя и направлять в общественную палату готовых уже членов общественной палаты. И потом эти 24 члена общественной палаты, они уже выбирают еще 11, которые будут представлены общественными организациями, союзами и так далее. Помимо этого были введены ограничения для людей, больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизма. Этих ограничений до этого не было. Эти ограничения мы тоже ввели. Проект внесения изменений в закон об общественной палате обсуждался на протяжении 2 лет, был принят в декабре 2025 года и уже вступил в силу. И сейчас, конечно, мы усилили роль общественной палаты, но и до этого у них были, конечно, серьезные полномочия. Это такие, как общественная палата может проводить экспертизу важных законопроектов, государственных программ и направлять правительству, их направлять в парламент. Также члены общественной палаты имеют право присутствовать на сессиях парламента, на заседаниях Кабинета министров. Поэтому, мне кажется, этот институт нужно еще больше усилять. В марте 2026 года истекает срок полномочий 7-го созыва Общественной палаты. Впереди формирование нового состава. Гугуца Вардания, Ахрамичба, Абхазское телевидение.